Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. 14-15 июля на полигоне учебного центра МВД по Республике Саха-Якутия развернулся палаточный город. В эти дни для подростков проходили военно-спортивные сборы «Таежный герой». В этом году участниками мероприятия стали команды, сформированные городскими отделами полиции при участии специалистов административных управ города Якутска. В их составе участвовали около 300 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете ПДН и КДН, а также дети, которые были не организованы летним досугом. В этом году в 4-й раз у нас проходит военно-спортивная игра «Таежный герой». В этот раз на полигоне Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Саха-Якутия мы собрали около 300 участников и гостей. В рамках сборов бойцы ОМОНа и СОБРа организовали выставку оружия, показали приемы борьбы и захвата преступников с привлечением кинологов, а также соорудили небольшой тир, где дали пострелять из пневматического оружия. Сотрудники полиции охотно фотографировались с детьми, демонстрировали имеющиеся вооружения и отвечали на интересующие ребят вопросы. На полигоне учебного центра МВД полицейские специально для детей разбили палаточный городок. Подобные мероприятия организуются в целях пропаганды здорового образа жизни, воспитания чувства патриотизма, а также для того, чтобы дети были привлечены к коллективной деятельности. Будет в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, в целях содействия их занятости, досугу в летний период, так как не все дети у нас охвачены организованными формами летнего отдыха и трудоустройства. Дети, которые состоят на учете, нуждаются в данных мерах в первую очередь. На базе Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Саха-Якутия состоялась первая в республике и в целом в Российской Федерации спартакиада среди работников частных охранных предприятий. Спартакиада, приуроченная к 70-летию Великой Победы, проводилась в целях повышения уровня физической и профессиональной подготовки участников, а также пропаганды здорового образа жизни. Желание помериться силами и продемонстрировать уровень профессиональной подготовки изъявили 10 организаций из города Якутска. И нужно признать, команды были выставлены действительно сильные. В упорных состязаниях, состоящих из 6 этапов, были продемонстрированы зоркость и меткость стрельбы из служебного пистолета, сила и ловкость борцов масс-рестлинга и хапсагая, выносливость легкоатлетов. Но кроме физической подготовки, участники показали неплохие результаты в первенстве по шашкам, то есть в интеллектуальном виде спорта. В целом все участники спартакиады показали достаточно высокий уровень профессиональной подготовки. Все участники награждены памятными кубками, медалями и грамотами. При этом каждый участник получил не только заряд бодрости, но и задел на будущее – совершенствовать и оттачивать имеющиеся навыки физической, огневой и служебной подготовки. Ведь удостоверение охранника и форменная экипировка – это не только работа, но и огромная ответственность перед людьми. Организаторы мероприятия выражают уверенность, что у этого начинания обязательно будет продолжение, что подобные состязания у нас в республике станут ежегодными. Сотрудники полиции пресекли деятельность зала игровых автоматов. 10 июля в городе Якутске полицейскими отделов неведомственной охраны был выявлен очередной зал игровых автоматов. Он располагался в одном из помещений по улице Петра Алексеева. Поступил звонок в дежурную часть. Приехали, дверь никто не открывал. Соответственно, следственно-оперативной группой вскрыли дверь. Подтвердилось то, что здесь игровые автоматы находятся. Ведется нелегальный игорный бизнес, который, соответственно, был выявлен, идет разбирательство. На момент проверки в зале находилась администратор и несколько игроков. Прибывшая на место происшествия следственная оперативная группа произвела осмотр зала и изъяла 19 гаминаторов, 39 электронных карточек. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Нарядом отдела вневедомственной охраны задержан вооруженный мужчина на Намцирском тракте. 18 июня все службы столичной полиции были ориентированы на поиски мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Женщина, проживающая в поселке Марха,
сообщила, что пока она находилась на работе, сожитель совершил насильственные действия с ее несовершеннолетним сыном, после чего скрылся из дома, прихватив с собой ружье. Вскоре поступила информация о том, что похожий по приметам мужчина находится в районе Намцирского тракта. Подозреваемый был обнаружен нарядом отдела вневедомственной охраны. Мы когда там стояли возле мыса, и возле мыса, когда стояли, я позвал напарника, и он увидел, как мужчина возле кустов прятался. Мы вот развернулись сразу и подъехали, он выскочил, а оружие где-то возле деревьев было. То есть он спрятал его, да? Вышел с ножом и сразу выскочили из машины. Когда привели в боевую готовность, обстрелял. И сразу бросил нож и сдался. А мужчина в алкогольном опьянении был? Да, алкогольное Опьянение. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции номер 3. Он оказался ранее неоднократно судим за различные преступления. В настоящее время городским отделом Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Опасайтесь карманных краж. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения, особенно если вас начинают толкать, теснить. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. Обращайте внимание на мужчин, руки которых прикрыты большой сумкой, пакетом, пиджаком. Следить за своими вещами нужно уже на автобусной остановке, несмотря на толкучку. Внимательно оглядывайте свою сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц, проверить сохранность имущества. Карманники часто работают группами и передают похищенное третьему лицу, которое быстро покидает место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. Опасайтесь карманных краж. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения. Для того, чтобы похитить ценную вещь, профессионалам требуется буквально несколько секунд. Карманники быстро покидают место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Следить за своими вещами нужно постоянно. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Находясь в магазине, не выпускайте кошелек из рук. Никогда не кладите его на прилавок. Внимательно оглядывайте сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц, проверить сохранность имущества. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции обращаются к водителям мотоциклов с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге. В городских условиях мотоцикл является средством передвижения повышенной опасности. Даже если мотоциклист не нарушает правил дорожного движения, находятся водители автомобилей, которые не воспринимают малогабаритный транспорт всерьез, что приводит к печальным последствиям. 6 июля мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Platz, решил развернуться на перекрестке улиц Лермонтова и Свердлова, при этом не уступив дорогу следовавшему по встречной стороне байкеру. В результате столкновения двухколесный транспорт слетел с проезжей части и врезался в стоявшую на въезде к домам по улице Лермонтова автомашину Toyota Allion. Молодой человек, управлявший мотоциклом, был госпитализирован. Подъехавшие к месту происшествия сотрудники ГАИ оформили протокол. Виновник аварии привлечен к ответственности. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 3 просят оказать содействие в поиске подозреваемого в совершении преступления, предусмотренной статьей 111 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Губина Владимира Владимировича, 1979 года рождения, уроженец города Нейрюнгри. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим сообщить в уголовный розыск отдела полиции номер 3 по адресу Циолковского, 24. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
кампытын кырдалынан эме энме хэппитин бир тылы эйигин таптыбын дебитим быста кабыл жанан мен бардым караңа түге эйи хэппете хэбиппин бир тылы догору Аты бар туранын онону Сибекки тупутун кереспе Карагын улара мен борбар Сыпсыластамак болан түстүлер Быста кабыл жалан мен бардым Караңа түге эйи хэппете хэбиппин бир тылы догору Быста кабыл жалан мен бардым Караңа түге эйи хэппете хэбиппин бир тылы